وي أصلاً وي نش إنترنت شغلان وي ويجي على وي ويجي بوصل دون على دون تشيشان سناني كذا نيبول براتي من بوصل هذاش så var det då var svårt på så how då wait الا del ولا عندنا ثلاثه wait då وي على بدنا شراعين نقدر وي بعض على باخذ نقدر بقدر اجدون اي ما قال ده رمز خاص الشغل بدا قمت تاع شيء يجي دو ميل لهم دو ميل نوختي بدنا شراعين صابوا على خله يحيوش دون هالدوش ساعة ناخ شيء شو عقابة قبت إيه لاتس نو 90% دون ويباندوش غلط شو ساعة إنه أحسنش دل موسمي ل موسم دقيقين داس دون غلط دون ويت إلى سر دون وي غلط باجا غاس كشلت دون استار بلا سرعة وأستر نعم مسكوا موسم تاعين نوشيم داس دون شيء دون Raskšan metke bežens palatka spjasa I ne da se don a už tuka don ne asxat jamija yani so ne belaja belt an bin içayn jamija yani so siz yani asunginish tanegweg bi don ino chu hain ta gwat negweg bi don Zukir digni gugid ovni lir oshi boish bolcha sa oshi na osaldina a wish don noch bandos don dig beers in don shetabel der odin chan da si don isa deel don telechan don wait and dik nabrot wain is dik don way bandos shem mel asker den hausen is dat za mot so just den hausen is dat za mel asker in hausen is dat cool das بحبق لي إيش يا سيدون لا تو ده ريزولوشن هلا دون شو ديك عم دوت توست شنو دلت ديك دوت بعد دي شو ده سيدون عن بق ده قال مش ده سيدون سو بق ده ساعد سمي ده سيدون شنو ده دون كم سالت ده سيدون وكذا إن شاء الله سيدنا نوشي عبد الله دون وصل دقيقة ده سيدون خود بیرون سعی ساختی زوی دستان وی لاتس دام حبله که نه ایزرایل نه بعد لاتس وی دستان چون با میتکشنه وی جاد جلای اولی دان که جادن این دستان وی دان دال با بوسال نه بجری بوسال با وی بجری بوسال با وی بجری باستان «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В Москве в издательстве «Терра. Книжный клуб» вышел очередной 14-й том собрания сочинений Корнея Ивановича Чуковского. Письма Чуковского выходят небольшими порциями вот уже 15 лет, но здесь почти 700 страниц интереснейших посланий одного из самых талантливых, язвительных, проницательных писателей в русской литературе. В 14-м томе ожидается еще один 15-й, который завершит собрание сочинений, напечатаны письма с 1903 по 1925 годы. Письма эти во многом дополняют знаменитые дневники Чуковского, так что история нашей литературы и общественности становится более подробной и детальной. Горячо рекомендую тем, кто еще не открыл для себя этого упоительного автора. Внучка Корнея Ивановича Елена Чуковская и историк литературы Евгения Иванова сделали настоящее эпохальное дело. На что хочу обратить особое внимание сегодня в этом кратком отклике? На письмо Чуковского 23-го года, написанное хитрым Корнеем Ивановичем от лица женщины, к тому же не оставившей своего имени. Письмо адресовано не конкретному человеку, а организации, но письмо не открытое, для печати не предназначенное, хотя составленное так, чтобы организация эта могла, если пожелает, использовать его в своих интересах. Адресат Чуковского — знаменитая АРА, American Relief Agency, созданная после гражданской войны американским министром сельского хозяйства и будущим президентом Гербертом Гувером для спасения Советской России от голода.
Письмо Чуковского, спрятавшегося за женским авторством, ставило своей целью объяснить особенности отношения российско-советского общества к этой гуманитарной акции и оправдать это отношение. А в чем заключалась драма непонимания, об этом мы сейчас и узнаем. Ни чая по утрам, ни хлеба. Я сплю в пальто, в чернильнице замерзшие чернила, печка оставалась нетопленной всю зиму, вся мебель давно уже сожжена. Я надеваю перчатки и беру книгу. Без перчаток невозможно переворачивать страницы, они тоже замерзшие. Книга полна идеализма, но я отмечаю только пассажи, имеющие отношение к пище. Какими едоками были герои знаменитых романов: Пиквик, Анна Каренина, Родрик Хадсон, мадам Бовари. Пытаясь избежать голодной смерти, моя семья и я покинули Петроград и отправились в деревню. Но оказалось, что крестьяне едят глину, мышей и древесную кору. Смерть была им более знакома, чем нам, и через 3 месяца моя семья и я вернулись в Петроград умирать. Однако, когда мы приблизились к вокзалу, я увидела то, что мне показалось чудом. 2 веселых детей, которые стояли на ступеньках у входа в здание, а когда я взглянула на них, они засмеялись. Я не могла поверить своим глазам. В течение 3 лет я не видела смеющихся детей. Мальчики и девочки, которых мне доводилось видеть, выглядели как старики и старухи, морщинистые, серые и сердитые. Но эти дети стояли и смеялись, как будто весь молодняк Петрограда воскрес. Они дрались, как дерутся дети, они задирали и дразнили прохожих, шарили по повозкам, преследовали извозчиков. Все говорили, что откуда-то издалека, из какой-то Америки, приехали странные и непонятные люди. Это были такие странные парни, что с собой они привезли настоящий сахар, учтите, не сахарин, и белую, настоящую белую муку, и кормили бесплатно. Да, и вправду бесплатно кормили слабых и больных детей. Вскоре в детском языке возникло новое слово «американиться», что означает «наесться от пуза, досыта». Возвращаясь домой, дети пыхтели: «Американцы накормили меня сегодня досыта». Если они хорошо приготовили уроки, им говорили: «Мы выучили урок по-американски». Один мальчишка, восхищаясь мускулатурой своего приятеля, назвал его «настоящей американской». Вскоре мы узнали и обозначение букв АРА, которые произносились нами одним словом «ара». Это слово звучало часто и повсеместно обрело русские окончания: аровцы, аровский, арский. Вместо «ура» наши дети кричали на улице «ара». Удивительно ли, что голодные отцы завидовали быстро поправлявшимся детям? Мы стали пролетариями, а наши потомки превращались в буржуа, которые, возвратясь домой, хвастались: «Вы жуете огурцы и картошку, а нам сегодня давали горячие макароны и какао». Удивительно ли, что каждый ребенок хотел принести своей матери хоть немножко макарон? Стараясь сократить растущий разрыв между родителями и детьми, Ара разработала планы помощи родителям. Я получила письмо от одного берлинского издателя с известием о том, что он напечатает одну из моих старых рукописей и что в качестве аванса он посылает мне 3 продуктовых посылки через Ара. Только подумайте, 3 продуктовых посылки Ара. Знаете ли вы, мой дорогой Рокфеллер, что значили для меня эти 3 посылки Ара? Можете ли вы понять, как я благодарна Колумбу за то, что он когда-то открыл Америку? Спасибо, старый мореход, спасибо, бродяга. Эти 3 посылки значили для меня больше, чем простое спасение от смерти. Они дали мне возможность вернуться к литературной работе. Я снова почувствовала себя писателем. Но как долго эти посылки добирались до меня? Мои дети бегали каждый день в бюро Ара на Морской и каждый день возвращались с пустыми руками. Я сомневаюсь, может ли хоть один американец понять нашу великую радость, когда вся моя семья тащила домой тележку с долгожданными посылками Ара и волокла их на 3-й этаж в нашу квартиру. Не чудо ли, что с другой стороны света какие-то янки, о которых я слышала всю свою жизнь, как о людях бессердечных, поклонниках наживы, посвятивших себя торговле, не чудо ли, что эти люди преодолели 1000 миль, чтобы накормить и сделать меня счастливой? Я почувствовала в этом наступление новой эры, новой и хорошей эпохи.
Киев страдает, и Нью-Йорк это чувствует. Беды Петрограда волнуют Бостон. Как будто все города соединены воедино. Москва становится соседкой Чикаго. Океаны и горы, которые служили разъединяющими барьерами, перестали существовать. Не начало ли это эпохи, предсказанной американским поэтом? Are all nations communing? It is to be on heart to the globe. Если бы меня спросили, испытывает ли русский народ настоящую благодарность к американскому народу, спасшему тысячи жизней от болезней и смерти, я была бы вынуждена ответить честно: едва ли. Отдельные люди испытывали глубокую благодарность, но не массы народа, хотя я касаюсь только Петрограда и Москвы. Причины, однако, легко понятны. Мы пережили войну и революцию. Человек, прошедший такие испытания, перестает доверять кому-либо и верит только в себя, потому что за множеством высокопарных слов и фраз скрывался обман. Даже теперь, видя, как Америка кормит наших детей, у нас говорят: это не искренне, это должно быть какой-то трюк. Газеты поощряют такое отношение. В печати постоянно появляются рассказы о том, что американцы скупы и расчетливы, что по-настоящему хорошими американцами являются негры и рабочие, а все остальные жулики. К сожалению, русский интеллектуал, интеллигент, едва ли знает американского. Он слышал только об Уолл-стрите и Фокстроте. В России нет книг по американской истории. Наши люди почти ничего не знают об американской литературе и науке. В то время как наши русские магазины забиты дешевыми переводными немецкими романами, единственным переведенным у нас американским писателем является Эптон Синклер, который учит наш народ видеть отрицательные стороны Америки. Русский средний класс ничего не знает о том, как была создана Ара. Никто не объяснил народу ее идеалы и цели. Они знают только заносчивых, спешащих американцев в быстрых автомашинах и говорят: такие люди не могут кормить нас просто так. Прежде всего, в глазах русских эти люди не выглядели добрыми. Они вечно заняты, всегда торопятся, они всегда официальны и всегда кажутся глядящими с высоты занятой ими руководящей позиции. Я часто замечала, что после личного общения с американцами русские казались обиженными. Им хотелось, чтобы американцы не только кормили их, но и проявляли доброжелательный интерес к их личной жизни. Американцы же до предела сдержаны, поэтому пришли к выводу, что американцы бесчувственны и крайне формальны. Все вышесказанное об отношении русских к Ара не просто мое личное мнение. Я ссылаюсь на знаменитый роман Пельника «Третья столица» 23-го года, в котором представители Ара выведены как пьяницы. Ни в одной русской книге я не заметила доброжелательного отношения к Ара. В одном из маленьких театров недавно распевали: «Американский дух слишком долго смешивался с русским. Пришло время поставить Ара мат. Но поймет ли Ара этот мат?» Публика смеялась. Никому не пришло в голову выбросить эту песенку из репертуара. Но можно ли винить простого человека с улицы за то, что он так невежественен? Нет. И не обвиняйте его слишком строго в неблагодарности, потому что только свободные люди могут ощущать и искренне выразить свою благодарность. Так писал в 1923 году Корней Иванович Чуковский, скрывшийся за женским, даже не псевдонимом, а вовсе анонимом. Письмо адресовано в АРА, благотворительную американскую организацию, созданную министром сельского хозяйства США Гербертом Гувером, будущим президентом страны.